Протаранил припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия. Не учел только одного. После аварии у его машины отвалился государственный номер. Пока инспекторы вычисляли нарушителя, водитель Kia продолжал громить все на своем пути. Пострадало даже имущество его родственников. После задержания мужчины инспекторы выяснили, он имел признаки алкогольного опьянения. С места происшествия Нафиса Минязова. Я спала, смотрю, сигналка сработала. А у меня никогда не сработала, я ее недавно и поставила. Одной из первых на улицу выбежала хозяйка автомобиля «Лада Калина». Женщину, живущую в 10-м доме на проспекте Амирхана, разбудил как сильный грохот, так и сигнализация от ее машины. Выйдя во двор, она увидела, что помимо ее автомобиля разбиты еще 3 легковушки. Виновника на месте не оказалось. Очевидцами тарана стала семейная пара, выгуливающая своих собак. Они и рассказали хозяевам, как все произошло. Так стоял, потом вот так задел, да, потом сюда задел вот эту, опять протаранил ту и дает. Он же пьяный, кто его знает. По их рассказам, нетрезвый мужчина на белом кроссовере протаранил «Ладу Калина», а затем под удар попали 2 автомобиля «Хендай». Пытаясь уехать, нарушитель задним ходом въехал в «Тойоту Королла». После череды столкновений у машины предполагаемого виновника отвалился государственный номер. Но этого водитель не заметил и покинул место происшествия, оставив после себя разбитые машины. Этот момент засняли очевидцы. Некоторые свидетели сразу узнали водителя. Отметили, что это их буйный сосед. Автоинспекторам не составило труда установить личность водителя и задержать его спустя несколько минут. Им оказался 37-летний водитель Kia. В качестве убежища мужчина, скрывшийся с места аварии, выбрал дом своих родственников. Но звонить им и предупреждать о своем визите не стал. Вместо этого подъехал к их дому, расположенному на улице Ишимская, и стал громить все, что попадалось ему на пути. По предварительным данным, сначала мужчина протаранил забор, а затем и находящуюся за ней иномарку Kia Rio. Этого ему показалось мало, и он задним ходом снес забор с другой стороны. В гараже жертвы кроссовера стал Volkswagen Golf. Сначала на мою машину заехал, я там в дальней комнате спал. Потом говорит, задом выехал и гораздо проехал. 2 раза удар такой сильный был. Такого поведения от своего родственника хозяева дома никак не ожидали. И громкому визиту в столь поздний час были явно не рады. Я думал, центральная дорога, там забор какой-то пьяный залетел. Грохот слышал, когда спал. В результате многочисленных столкновений мужчине стало самому плохо, и медики решили его госпитализировать. После оказания помощи водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. От его прохождения мужчина отказался. Позднее он и вовсе утверждал, что за рулем Kia он не сидел. Ты уже в глаза у тебя не соображаешь. Ты ничего не знаешь, что ты мой дядька, что ли? А мне кто ты? Да мне еще ты что ты? Тебя приземляют. Как бы тебя не приземлили. Помимо лишения водительских прав и крупного денежного штрафа, ему могут грозить судебные иски. Точный материальный ущерб, который он нанес многочисленным автомобилистам и своим родственникам, еще только предстоит посчитать. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.